Крым — это мой дом, это там, где живут мои родители, это земля моих предков, так всегда было и так всегда будет. Это действительно святая земля, и уже не первые десятилетия идут за нее войны. Наверное, не просто так. Крымские татары не принимали участие в референдуме, они его бойкотировали. Я, конечно же, не была исключением, но это был, наверное, такой черный день в истории все-таки, и новый уже отчет новой истории и нового времени. Местные жители, то есть крымчане, не принимали как таковые участие в этом референдуме. Это были люди, привезенные откуда-то из материковой России, да, и из разных российских городов. Безусловно, стало хуже, потому что, как можно охарактеризовать сейчас Крым, это информационное гетто. Это такая изолированная серая зона, которая оказалась полностью отрезанной, да, от внешнего мира как такового. Там проходят сейчас репрессии против крымских татар, либо против тех, которые, скажем, не лояльны к российской власти, которые поддерживают Украину и не признают присоединение к России. Муж успел вывести нас с ребенком, сам вернулся в Новоазовск и с 19 сентября 2014 года без вести пропавший. Крым – это Украина, Донбасс – это Украина, и Донецк, и Луганск – мы украинцы. Хотите домой? Очень, очень. Хочу, и ребенок хочет, и семью хочу, и дом хочу свой, и хотим море Азовское наше, хотим детвору, хотим жизнь нормальную, новоазовскую. Прошло 2 года, и эти люди наконец осознали, особенно те, кто бегал с триколорами по площадям в феврале-марте 2014 года, они осознали, что их просто подло и цинично использовали, даже не обманули, их использовали. До многих людей дошло, особенно студенческой молодежи, что их дипломы, их документы, выданные в Крыму, не значат ничего. Бегство всего, что хочет иметь какое-то вменяемое будущее, я имею в виду молодежь, они просто бегут оттуда. Если уже совсем 2 словами попытаться определить крымское общество, первое слово, к сожалению, называется «страх». И второе слово – это ожидание. Ожидание того, что в один прекрасный день они проснутся, и все это исчезнет, как дурной сон. Я хочу вернуться в Крым, когда он вернется к себе домой. Тогда я смогу сказать, что я вернусь к себе домой. И это всегда, наверное, будет такая как ноющая рана, которая все равно будет постоянно тебе об этом напоминать, так как все об этом вокруг напоминает. То, что у тебя забрали или украли землю.